Расскажите, пожалуйста, немного о себе, кто вы, чем занимаетесь? Ну, меня зовут Попова Матрена Петровна. Я являюсь доцентом кафедры якутской литературы Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации при Северо-Восточном федеральном университете имени Максима Кировича Амосова. Кандидат филологических наук. Тема моей диссертации «Основные тенденции развития современной якутской поэзии». Будучи преподавателем кафедры якутской литературы, я параллельно веду литературный факультатив, называется «Сергелях Оттара», «Сергеляхские огни». Сергелях – это местность, где стоит наш университет. Наш факультатив раньше был кружком и был организован еще в 1948 году, когда не было даже нашего университета, при Пединституте. И организовал этот кружок Семен Петрович Данилов, будучи преподавателем института, а потом он стал известным поэтом Якутии, народным поэтом Якутии и председателем Союза писателей Якутии. И мы, как говорится, у нашего факультатива большая история. Из нашего кружка в то время вышли известные писатели, народные поэты, писатели, известные не только в пределах нашей Якутии, но и далеко за ним. Скажите, вы сейчас привезли молодых ребят. Кто-то из них занимается, я как понял, стихами, кто-то даже критика, возможно. В общем, у каждого, как я понимаю, там разные, возможно, интересы. Какая ваша задача в данной повестке? В нашем факультативе в основном занимаются студенты-филологи, которые учатся по специальности литературное творчество. Мы гордимся нашей специализацией, потому что среди национальных университетов, то есть среди национальностей и других, нет такого направления. Я действительно удивился, потому что у нас литературный институт есть в Москве, допустим, это специальное учреждение, где люди на литераторов учатся, а у вас именно отделение такое. Такая специальность есть только при литературном институте имени Максима Горького в Москве. Наш открылся при нашей кафедре. А когда он открылся? У нас эти девочки, которые сейчас в 4 курсе учатся, это первый будет выпуск. 4 года тому назад, получается. А всего сколько в 2015 году. Всего сколько человек обучается на данный момент? Они считаются штучными, примерно в одной группе по 6, по 5 человек. Не более. Это уже хорошо. Это тоже хорошо. И в этом году Республика Саха-Якутия выделила специальные места, чтобы 5 мест и 3 на заочном отделении. В заочном отделении у нас будет места РФ, то есть бюджетные целевые места будут. Скажите, пожалуйста, тогда кто формирует программу занятий, дисциплины? Конечно, над этим у нас очень хорошо работают. То есть мы создавали, изучали программу литературного института имени Максима Горького, знакомы теми, которые там учились. И поэтому, в общем, есть у нас был такой опыт узнавать других. Скажите, какие у вас дисциплины есть? Вы можете сейчас перечислить? Что они изучают? Они в течение 5 лет изучают именно теорию литературы очень хорошо, истории якутской литературы, зарубежной литературы, русской литературы. И у них есть, конечно, мастерские, то есть занимаются у именитых наших писателей. У Натальи Ивановны Харлампиевой, у Ивана Васильевича Мигалкина и у известного нашего драматурга Син Икар. Он является их киносценаристом. Это мастер-классы. Мастер-классы, да, посещают, и они очень заинтересованы в посещении литературных вечеров, литературных мероприятий, в общем, не пропускают. Они живут в литературном мире, можно сказать. Это очень хорошо. Скажите, а у вас практикуется такая форма обучения, скажем, дистанционного, что ли, общения? Я почему спрашиваю? Дело в том, что я сразу заинтересовался в том, чтобы, допустим, тоже есть желание поделиться своим опытом, скажем, как сказать, литературе, у нас есть то-то, есть то-то, допустим,
возможно ли такое общение или такая форма обучения для практики? У нас есть заочное отделение. В этом году набираем 3 на целевые места. А на платно поступать будет очень трудно, потому что на 1 год получается примерно 300 тысяч рублей. У нас бюджетные места на заочном будут. Я имею в виду, знаете, что вот есть ли у вас другие авторы, которые бы, с которым бы, может быть, или которых бы слушали бы ваши студенты? Имеются в виду другие писатели, другие поэты? Конечно, мы в этом заинтересованы. Когда у нас проводятся мероприятия вот всероссийского уровня конференции, когда приезжают к нам наши коллеги из, например, ТВ, Хакасии, мы их обязательно приглашаем к своим студентам послушать, почитать, то есть почитать лекции о тувинской литературе. Например, Донгах Ураналдан Оловна читала. По Хакасию хотели бы, конечно, очень. Но выделять специальные, приглашать и оплачивать, это немножко будет трудновато для университета. А в рамках конференции, в рамках основных мероприятий литературных мы это, конечно, можем организовать с большой радостью. Скажите, сейчас что-то полезное взяли, нет, для себя от этого? Я 2-й раз приехала в Хакасию, 3 года тому назад еще была здесь. И была в музеях, но я дополнительно еще посмотрела, дополнительно для себя узнала много информации. Но, конечно, я думаю, Хакасия должна быть именно центром молодых литераторов и в будущем. Потому что без литературы, без живого языка мы сохранить свой народ не сможем. Поэтому побольше носителей языка. Из них мы должны выращивать. В этом плане у нас в Якутии более-менее обстоятельно. Но через 20, через 30 лет что будет, это большой вопрос. Мы на это сейчас работаем. Конечно, сейчас у нас пишутся хорошие романы, несколько исторических романов у нас есть. Тема репрессий у нас очень хорошо раскрыта. Есть настоящие поэты лирики. И еще им помогают в популяризации наши эстрадные певцы. Их у нас много, они полные залы забирают, мелодии пишут на известные стихи наших поэтов. Например, у нас очень популярна поэтесса Наталья Ивановна Михалева-Сая. Ее более 300 поэтических стихотворений, поэтических произведений стали песнями. Она очень популярна и действительно большой талант. В этом году вышла книга нашего Аксакала Николая Николаевича Доброкова «Труды по тюркскому стихосложению». Здесь мы собрали полные работы нашего Аксакала по литературам тюркских народов. Это хакасы, тувинцы, алтайцы, саха. И это пока у нас является сигнальным экземпляром. Если выйдет еще, должно выйти тиражом в 300, мы отправим вам. Хорошо, спасибо. Даже мой научный руководитель благодаря мне. У меня есть тоже монография по хакасскому стихосложению. Это мы здесь все забрали. Конечно, Табуроков — это великий человек, Николай Николаевич. Он очень интересный по-своему человек. И он очень настаивает даже, чтобы мы ездили по Сибири, по Северо-Востоку, знакомились, чтобы сохранились дружба старая, которую они и создали, чтобы мы дружили, поддерживали друг друга, потому что только единомышленники могут понимать друг друга и что-то вместе сделать, создавать. Нет, по тюркскому стихосложению это очень специфическое же исследование, потому что многие, даже у нас в Хакасии, немногие разбираются в стихах. Конечно. Это очень интересно. И по Табаруку что еще интересно? Дело в том, что он первый написал статью по хакасскому Уямбу, по Балинову, а тогда еще исследований не было, но он это сделал с помощью, в общем, инструментов, которые исследуются в области физики. А там надо было выяснить ударение, типаж ударения. Он очень хорошо это сделал, называется работа «Хакасский стих», и точно определил, где какие ударения как падают. И он потом сказал, что есть ямбические стихи у Баинова. Потом просто эту идею я развил, у меня монография посвящена как раз ямбическому стиху у хакасов. И надо нам, чтобы переводческая деятельность развивалась. Да, это очень важно. При нашем институте есть кафедра перевода. У нас там магистратура работает. Хотим пригласить
наших этих друзей из Хакасии, чтобы они теории изучались, и чтобы свои были переводчики. Лучше бывает, когда переводит носитель языка. Он Это, лучше конечно, и глубже несомненно, понимает, да. да. Они подсрочными, поэтому давайте дружить. С удовольствием. Хорошо, ладно. Мы будем, наверное, уже ежегодно приезжать. Вот нашим студентам очень понравилось вот общение, межэтническое общение. Здесь, я думаю, уже появятся у нас хакасские мотивы, в их произведениях появятся. Постараемся сделать, не постараемся, а сделаем такие хорошие, статьи, да, публикации о нашей поездке. У вас есть русскоязычные писатели молодые, не без этого, и мы постараемся их тоже напечатать в наших русскоязычных журналах. В общем, дружба должна быть. Да здравствует дружба литературная. Хорошо, ладно, спасибо. Угу.